В Республике Саха-Якутия продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В райцентре Тампонского улуса в рамках этой масштабной программы была утверждена муниципальная программа администрации поселка Хандыга на 2019-2025 годы. Одна из причин высокой доли аварийного жилья в поселке – это то, что основная часть многоквартирных домов деревянные, с физическим износом более 65%. В Хандыге в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 по 2025 годы планируется строительство 27 многоквартирных домов. Это 10 пятиэтажных и четырехэтажные жилые дома. Из 225 многоквартирных домов, состоящих в собственности муниципалитета, 86 подлежат сносу. Таким образом, будут снесены ветхие и аварийные дома по улицам геолога Кудрявого, Магаданской, Строителей, Молодежной, Энергетиков, Петра Алексеева. Все дома будут возведены с применением современных технологий и исключительно в каменном варианте. В 2020 году началась реализация первого этапа программы. Застройщиком ООО «Атлант» построены и введены в эксплуатацию 2 четырехэтажных каменных дома по улице Магаданская, 10, 28-квартирный и по улице геолога Кудрявого, 2, дом на 64 квартиры. Накануне нового 2021 года обладателями долгожданных квартир стали 88 семей. 19 декабря глава республики Айсен Николаев принял участие в торжественном вручении ключей от новых квартир переселенцам из аварийного жилья. Благодаря президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину реализуется беспрецедентная программа по переселению граждан России из аварийного жилья. Она идет по всей России, но в нашей республике она самая большая среди всех субъектов. Сегодня я хотел бы сказать большое спасибо строителям, которые на самом деле за очень короткий срок построили жилье, администрации района, которая это все контролировала, администрации поселка, ну и, конечно же, всем тем, кто принимает участие на уровне республики. Ну и, конечно, я очень рад за жителей, потому что сам, будучи главой города Якутска, много тоже переселял жилья аварийного, знаю прекрасно, как это сложно жить в таких плохих условиях и какое это счастье для людей, именно особенно в канун Нового года, переехать в новое современное жилье. Уверен, что вы будете его беречь. Старейшина Васил Тампонского района – это 101-летняя хандыгчанка Антонина Николаевна Бахматова. Дочь Галина Валентиновна Микола получила ключи от долгожданной квартиры в каменном варианте из рук главы республики Айсена Николаева. Новый 2021 год они справили в новом доме. Получила ключи с рук главы Якутии Айсена Николаева. И он у меня был первым гостем. Так что я своей квартирой очень довольна. А если честно, то я не очень хотела переезжать сюда. Мне вроде там устраивало. Теплица была, грядки, центр. А когда я пришла и увидела, мне вручили ключи, и я первый раз увидела эту квартиру, я, конечно, вообще была в таком восторге и до сих пор. Короче, давай быстро переезжать. 28 декабря мы уже были здесь, переехали. Новый год, получается, встретили здесь. Мне вообще все устраивает. И магазин тут рядом, условия. А квартира это сказка. Центральная часть Хандыги полностью преобразится. Поэтапно будут снесены все аварийные деревянные дома 60-х, 70-х годов постройки. На сегодня для Хандыги это очень значимый проект, когда впервые за много-много лет, не побоюсь сказать, более 20 лет, не строилось вообще жилья в поселке Хандыга. И ветхий аварийный жилфонд, есть даже постройки 36-38 года. Поэтому на сегодня, конечно, для жителей это очень радостное событие, а для нас, для муниципалитета, мы решим многолетние проблемы переселения граждан из аварийного жилого фонда, что создавало, конечно же, нашим жителям неудобства, а нам, как руководству поселка,
соответственно, проблемы, особенно первых этажей, которые постоянно в воде находились и так далее. Дома уже, первые этажи сравнялись с дорогой, поэтому на сегодня жить, проживать в этих домах было невозможно. Мы сегодня, вступив в эту программу, понимаем, что правительство Российской Федерации, правительство Республики Саха-Якутия, глава Республики Саха-Якутия проделана большая работа для того, чтобы Якутия вошла в эту программу. И вот такими огромными темпами, как никогда, реализовывался этот этап программы. С февраля по улице геолога Кудрявого началась ликвидация деревянного аварийного жилфонда. После сноса домов территория будет выровнена и спланирована. На втором этапе 2020-2021 года планируется снести 12 домов. На их месте по центральной улице геолога Кудрявого будут построены новые. Поселковая администрация мы договор сделали, 3 дома. Разобрать дома, потом полностью мусор убрать и гравелем засыпать. У нас каждый бригада 5 человек работает. Сейчас у нас 2 дома. Я разбираю, потом уже 3-й дом буду разбирать. До конца апреля уже полностью мы закроем. Убираем и все. Но не все дома возможно снести сразу. В некоторых остаются жильцы, которые приобрели квартиры после признания домов аварийными. Допустим, дом переселенный, а 1-2 квартиры, получается, они еще как бы существуют, и за ними право собственности у соответственно, владельцев. Поэтому мы не можем некоторые дома сейчас в данный момент снести, потому что там как бы проживают жители. И они сейчас в судебном порядке решают этот вопрос о предоставлении либо компенсации, либо предоставлении нового жилья. Вот у нас стоит 26-й, Геолгова 26, тоже здесь 2 семьи, как бы мы их, у них тоже судебные сейчас решения есть, и вот сейчас будем мы их ставить в следующие этапы. Ну, как бы за ними закреплено это жилье. Соответственно, мы не можем его сейчас снести. Молодая семья Климовых продолжает проживать в аварийном доме по улице геолога Кудрявого, 28. Климовы – единственные жильцы на весь дом. Получилась такая ситуация, что мы не знали, что случится такая ситуация, поэтому как бы спокойно приобрели квартиру, зарегистрировали в рекпалате, никто нас не предупредил, что там могут какие-то быть проблемы, да? А когда поправку внесли, мы остались в таком неприятном положении. И на сегодняшний день мы уже отсудились, прошли суды, а сейчас ожидаем новое жилье, но вроде как поставили нас на очередь в 2023 году. Сейчас мы здесь проживаем, но на настоящее время жить здесь, конечно, очень опасно, потому что квартира, дом пустующий, мы остались одни, одна единственная семья, да, в этом доме осталась. Вот. И очень много проблем в плане того, что лазят по квартирам, бьют стекла. Мы живем на 2-м этаже, как бы к нам еще более-менее, да, так это. Но все равно по квартирам лазят, вскрывают, постоянно заходишь, выходишь, видно, что вскрывали. В 2021 году в райцентре с наступлением строительного сезона стартовали работы по возведению еще 2 многоквартирных домов. По улице Магаданской, рядом с новым 28-квартирным домом, строители начали возведение дома на 29 квартир. Начинаем кладку уже, 1-й, 2-й этаж. Утепление цоколя, утепление чердачного перекрытия. И к концу июня мы должны закончить кладку. И с июля начинать уже фасадные работы, кровля. И с августа месяца начнем уже внутренние работы. Отделка, установка дверей, сантехника. Электрики тоже начнутся с июля месяца. Притяжка кабеля под штукатуркой. Дом строит бригада универсалов из Киргизии, которая взяла объект полностью под ключ. На сегодня в строительстве задействовано 20 человек. Сейчас мы занимаемся утеплением полов. Полы утепляем с полистиролом 30 сантиметров толщиной. Работу после этого утепления зальем стяжки. Каждый этаж будем заливать. И верхние этажи уже утепляться не будут, только 1-й этаж будем утеплять, чтобы было тепло.
До 2025 года старые деревянные дома в округе будут снесены, а на его месте планируется большой жилищный комплекс из 4 многоэтажных каменных домов. Счастливые жильцы второго этапа строительства, это 29 семей, свои ключи от новых квартир получат уже в октябре этого года. Масштабная массовая застройка ждет и по улице Строителей. С этого года ООО «Атлант» приступила к первому этапу строительства 2 многоквартирных домов по улице Строителей в рамках программы переселения граждан из аварийного жилфонда. Это будут самые большие дома в райцентре. Первый дом 64-квартирный, второй 98-квартирный. Строительство домов будет вестись в 2 этапа. На этапе 2021 года бригады возведут и сдадут в 2022 году 64-квартирный 5-этажный дом. На этапе 2022 года будет введен в 2023 году 98-квартирный дом в 5 этажей. Сейчас мы занимаемся сокольной вязкой. До этого мы работали там Магаданский. 1 дом закончили, вот 2 уже поступили. Вот постараемся, чтобы быстрее срок заканчивать здесь. Нас 15 здесь. Сейчас что делаете? Сейчас вязкой и соколом занимаемся. Вот, работаем. На 2 объекта стройматериалы практически в полном объеме завезены еще по зимнику. До октября строители планируют поднять коробку первого здания. После завершения 21 этапа в 2022 году планируется начало строительства 98-квартирного жилого дома. Также в данное время проведены работы по устройству фундаментного свайного поля, окончание ввода в эксплуатацию, строительство 2023 год. В данное время ведется защита заявки по этапу 2022 года. Благодаря реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» сотни тысяч жителей республики получают новое комфортабельное жилье. В рамках данной программы в Тампонском районе до 2025 года расселят 156 многоквартирных домов. В этом году уже планируем на территории района ввести 3 дома. Это Красхажай, Миганалдан и поселки Хандыга. Хотелось бы здесь отметить то, что вот в селах Красхажай и Миганалдан это будут первые каменные дома за всю историю существования данных населенных пунктов. И в ближайшие годы, до 2025 года, мы должны почти 3000 человек расселить из аварийного жилфонда, более 55 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда мы должны расселить. Конечно, предстоит очень-очень большая работа. Программа переселения граждан из аварийного жилья даст небывалый скачок в развитии и изменении облика сел и райцентра Тампонского улуса за всю ее историю.